Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий. Органы государственного пожарного надзора республики проверили 325 проверок и выявили 302 нарушения требований пожарной безопасности. Ведомство взяло на учет 661 объект летнего отдыха детей, из них 40 стационарных загородных учреждений, 52 лагеря труда и отдыха, 2 санатория, 67 палаточных лагерей и 500 пришкольных с дневным пребыванием. В официальном сообщении МЧС России по республике говорится, что на текущий период на 10 объектах летнего отдыха детей в Верхневилюйском и Тампонском районе имеются нарушения требований пожарной безопасности. На особом контроле находится 18 объектов летнего отдыха детей, которые расположены в непосредственной близости к лесным массивам в 12 районах республики и городе Якутске. В ведомстве отметили, что за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 77 лиц, в том числе 3 юридических, 72 должностных лица и 2 гражданина. По данным пресс-службы ведомства, регулярно ведется профилактическая работа на объектах детского отдыха. Специалисты провели 225 практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара с охватом почти 2,9 тысяч человек. Мошенники продолжают обманывать жителей Якутии. Так, желая заработать на рынке ценных бумаг, пенсионерка из Ленского района лишилась денег. Она рассказала, что через онлайн-мессенджер общалась с неизвестной ей женщиной, которая представилась менеджером страховой компании. Выяснилось, что ранее потерпевшая внесла 100 тысяч рублей в брокерскую компанию. Тогда лжеменеджер предложила пенсионерке помощь в возврате этих денег. Она сообщила, что женщина претендует на 270 тысяч рублей и нужно внести страховую сумму в размере 100 тысяч. Для достоверности информации злоумышленница отправила потерпевшей все подтверждающие документы на оказание услуг по возврату денег, в том числе копию паспорта, договор и копию лицензии на осуществление страховой деятельности. Согласившись на условия, доверчивая пенсионерка получила кредит в банке и через банкомат перевела на указанный номер банковской карты 50 тысяч рублей. Когда потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию. При проверке установлено, что лицензия страховой компании является действительной. При этом копия документа находится в общем доступе на сайте компании. А владельцем паспорта оказался совсем другой человек. При этом документ является недействительным в связи с его заменой из-за непригодности. Хотел продолжить празднование дня рождения и ограбил чужой дом. Злоумышленник воспользовался незапертой входной дверью. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали 33-летнего безработного, ранее уже судимого за кражу. С его слов, накануне он отмечал свой день рождения. Проходя мимо дома, злоумышленник проник туда и украл электролобзик и шуруповерт. Позже он продал похищенное, а вырученные деньги потратил на продолжение праздника. Власти Канады расследуют смерть 3 человек в провинции Британская Колумбия. 2 подростков, раньше считавшиеся пропавшими без вести, теперь назвали главными подозреваемыми в убийстве, рассказывает Артем Сторонов. 19-летний Кэм Маклауд и 18-летний Брайер Шмигельский, которые считались пропавшими без вести с прошлой пятницы, названы главными подозреваемыми в убийстве 3 человек в Британской Колумбии. Об этом во вторник заявили представители канадской полиции. Следователи установили, что Кэм Маклауд и Брайер Шмигельский покинули Британскую Колумбию и были замечены в Северном Саскачеване. Мы полагаем, что они продолжают двигаться дальше. Мы пока не знаем их пункт назначения, но в последний раз их видели за рулем серого автомобиля Toyota RAV4 2011 года. 15 июля на обочине шоссе на севере Британской Колумбии были найдены тела 2 молодых людей с огнестрельными ранениями. Полиция установила, что это 23-летний гражданин Австралии Лукас Фаулер и его девушка, 24-летняя Чайна Дис из Северной Каролины. Последние 2 недели пара путешествовала по национальным паркам Канады. Маклауд и Шмигельский были объявлены пропавшими без вести 4 дня спустя. В полиции сразу предположили, что эти 2 дела могут быть связаны между собой. Подозрения усилились, когда машину, в которой путешествовали подростки, нашли сгоревшей примерно в 500 километрах от места преступления. Недалеко от нее вскоре обнаружили еще одно тело. Полиция пока не смогла установить личность погибшего. Власти призвали жителей Канады быть бдительными и, заметив что-либо подозрительное, сразу же звонить в службу 911. По их словам, подростки могут быть вооружены и опасны. В эфире была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.